Коми решено развивать лабораторную службу по гибридной модели. Планируется оснащать лаборатории при больницах, а для плановых анализов построить мощную лабораторию-фабрику за счет средств инвестора. Проект прорабатывается уже больше года, вносятся изменения с учетом мнений медицинского сообщества республики и региональных ведомств. Накануне все стороны снова встретились за круглым столом. Представитель потенциального инвестора отметил, что продолжает анализировать ситуацию в лабораторной службе региона. Объезжает медицинские учреждения, прорабатывает логистические схемы. Первоначально планировалось, что будут задействованы 28 лечебных учреждений в южной и центральной части республики. После изучения транспортной доступности решено исключить еще 2 района – Усть-Куломский и Прилузский. По последним оценкам, в проект войдет крупный лабораторный центр в Сыктывкаре и 18 круглосуточных лабораторий при стационарах больниц. Задачи, которые перед нами стоят. Первое – это обеспечить доступность высокотехнологичных методов диагностики для населения республики в рамках обязательного медицинского страхования. И важно, вне зависимости от места проживания пациента. Следующее – это создать условия для профессионального роста и самореализации наших молодых врачей, лаборантов внутри республики, решив таким образом, коллеги, проблему высокого среднего возраста специалистов. Следующее – это изыскать средства для качественного улучшения материально-технической базы лабораторной службы в республике. Идея, конечно, хорошая. Те лабораторные исследования, которые, например, мы не можем делать, да, и лаборатории не можем держать, мы можем отдать эту лабораторию, конечно. То, что сейчас... Диагностика, например, да, это, пожалуйста. Иммунодиагностика тоже, пожалуйста. Мы не против. Предполагается, что будет заключен договор концессии сроком на 20 лет. Предварительная сумма инвестиций – 500 миллионов рублей, которые пойдут на закупку нового оборудования, ремонт помещений и создание логистической службы. Биоматериал плановых анализов будет ежедневно доставляться из учреждений в основную лабораторию. При этом у крупного инвестора есть возможность снизить затраты на проведение исследований, благодаря чему лабораторная диагностика для медучреждений будет обходиться дешевле на 10%. Один из принципиальных моментов проекта – сохранение рабочих мест всех сотрудников лабораторий. И мы заинтересованы в каждом человеке, который на сегодняшний день работает в лабораторной службе. То есть мы понимаем, что нам не хватает людей для того, чтобы укомплектовать экспресс-лаборатории, централизованные лаборатории. Не буду, наверное, сейчас озвучивать зарплатные предложения. Они в среднем на 15% выше, чем люди зарабатывают по состоянию на сегодняшний день. Исследования для населения останутся бесплатными, увеличится спектр наименований анализов, в том числе редких. Скорость получения результатов и качество увеличится за счет информатизации и автоматизации процессов. В зону обслуживания новой лабораторной системы попадает 620 тысяч жителей региона. Это более 7 миллионов исследований в год. Подробнее о развитии лабораторной службы в Коми смотрите в пятницу в программе «Детали недели» в 20:00.